До начала работы нового саммита, запланированного в рабочей поездке в Нью-Йорк, президент Садыр Джапаров встретился с главой Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом. Тема диалога – торгово-экономическая, культурно-гуманитарная и научно-техническая сфера. Лидеры стран наметили совместные действия и углубили связи. Сразу после этого состоялся диалог главы Кыргызстана с таджикистанским коллегой. Отдельное внимание Садыр Джапаров и Эмомали Рахмон уделили вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, а также обменялись мнениями по другим темам. Первый саммит глав государств Центральной Азии и США. Торгово-экономическое сотрудничество стран-членов данного нового формата С5+1 может быть расширено. Такое мнение выразил президент Садыр Джапаров. Продовольственная и энергобезопасность, макроэкономическая устойчивость и социальная стабильность в регионе требуют от государств Центральной Азии приоритетного внимания и скоординированной деятельности. Это один из основных тезисов главы государства. Садыр Джапаров также заявил о готовности нашей республики к привлечению американских бизнесменов и реализации взаимовыгодных проектов. Затем Садыр Джапаров уже выступил на высокой трибуне 78-й сессии Генассамблеи ООН. Первая зазвучавшая в речи президента тема – геоэкономическое сотрясение и потеря человеческих жизней. Теперь страны будут вынуждены сделать экономический, технологический и геополитический выбор. Дүйнөлүк масштабтагы соккулардын арасынан али жок болуп кете элек, миллиондогон адамдардын өмүрүн алган жана 12 триллион доллардан ашкан экономикалык жоготууларга себеп болгон коронавирус инфекциясынын жайылышын белгилегим келет. Распространение коронавирусной инфекции, которая стоила человечеству миллионы жизней и экономические потери, превышающие 12 триллионов долларов, убежден, что нынешние глобальные вызовы и риски от климатического кризиса и угрозы продовольственной безопасности до растущего неравенства должны, наоборот, сплотить членов международного сообщества. Кыргызстан решительно поддерживает ООН в качестве единственной универсальной межправительственной международной организации, уполномоченной всеми государствами-членами находить решения на вызовы и угрозы, постоянно возникающие перед человечеством. Глобалдык чакырыктар жана тобокелдиктер тескерисинче эл аралык коомчулуктун мүчөлөрүн бириктирет деп ишенем. Эскалация на кыргызско-таджикской границе и ее превращение в полномасштабную войну в Баткенской области не было допущено благодаря сдержанности нашего миролюбивого народа и возобладавшей политической воли обеих сторон. Это второй тезис из речи президента. Өткөн жылдын сентябрь айында кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларга байланыштуу болгон кайгылуу окуялар тууралуу жүрөгүм сыздап кабарлаган элем. Кыргызстан всегда выступал и выступает за решение спорных вопросов исключительно мирным дипломатическим путем. Мы никогда не стремились забрать чужое, но и никому не позволим отобрать ни пяди родной земли. Мы всегда стремимся к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений, основанных на доверии и взаимном уважении. В декабре прошлого года, после почти 30-летних переговоров, мы подписали с Узбекистаном договор о юридическом оформлении государственной границы. Это историческое решение, достигнутое благодаря проявленной политической воли глав двух государств, открыла самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества и мирного сосуществования двух стран и народов. Такого же подхода мы придерживаемся в переговорах и сейчас. Жана региондо ишеним менен өз ара урматтоого негизделген өз ара алгылыктуу чечимдерди издөөгө умтулабыз. Так же, как и на саммите по целям устойчивого развития ООН, президент Джапаров озвучил проблему таяния ледников, что приводит к обострению проблемы во всем регионе, а также рассказал, что в Кыргызстане к 2027 году планируется провести второй глобальный горный саммит «Бишкек+25». Өтө жакырчылык жана климаттын өзгөрүшү сыяктуу маселелерди глобалдык жамааттык жооп табуу менен гана чечүүгө болот. Бириккен Улуттар уюмунун урматтуу башкы катчысы
Кыргызстан выступает за создание широкой коалиции горных стран. Адаптация к изменению климата и переход к зеленой экономике будут одним из главных приоритетов этой будущей коалиции. Разработанная национальная дорожная карта по реализации пятилетия действий по развитию горных регионов на период 2023-2027 годов сочетает в себе мероприятия глобального масштаба, в том числе в рамках действующих и перспективных проектов и мер по целям устойчивого развития. Хочу с этой высокой трибуны пригласить всех принять активное участие и внести свои конкретные обязательства для сохранения горных экосистем. Аддис Абеба программасын ишке ашыруу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырабыз. Переход к зеленой экономике будет одним из главных приоритетов будущей коалиции. Президент также напомнил о предложении реализации зеленых проектов в обмен на внешний долг. Ответ был получен только от Германии. Страна списала 15 миллионов евро долга. Президент еще раз призвал доноров пересмотреть подходы в пользу предоставления климатического финансирования нуждающимся странам на грантовой основе. Донорлорду муктаж болгон өлкөлөргө климаттык каржылоону гранттык негизде берүү маселесин карап чыгууга чакырамын. Призываем доноров пересмотреть подходы в пользу предоставления климатического финансирования нуждающимся странам на грантовой основе. Поддерживаем Бриджтаунскую инициативу, предложенную на последней климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе, а также призывы, озвученные на саммите по глобальному финансированию в Париже в июне текущего года о мобилизации необходимого финансирования и структурной реформы международной финансовой архитектуры. Если не начать это делать сейчас, то несправедливость в мире будет расти. Богатые страны будут продолжать богатеть, а бедные страны беднеть еще больше. Глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу тоолуу аймактар өзгөчө аярлуу болуп калды. Биздин өлкөдө тоолор аймактын 94%-ын ээлейт. Международная безопасность – это завершающая тема из выступления. Садыр Джапаров призвал обеспечить процесс в переговорах по реформе Совета Безопасности ООН. Республика выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Кыргызстан тынчтыкты натыйжалуу куруу, адам укуктарын урматтоо жана аялдардын тынчтык процесстерине бирдей катышуусу өнүгүп келе жаткан. Кыргызстан выражает готовность внести свой посильный вклад в дело поддержания мира и безопасности через эффективное миростроительство, уважение прав человека и равное участие женщин в мирных процессах, продвижение и защиту интересов развивающихся, малых, наименее развитых и малых островных стран. Мы выдвинули свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годов и рассчитываем на поддержку уважаемых государств-членов. Нам всем необходимо соблюдать такие принципы, как доверие, солидарность и универсальность в отношениях между государствами. Рабочая поездка главы государства в Нью-Йорк продлится до 21 сентября. В этот день Садыр Джапаров примет участие в кыргызско-американском бизнес-форуме, в ходе которого будет организована презентация об экономическом потенциале Кыргызстана и инвестиционных возможностях страны. Салима Дюшенбекова, УТРК, Чуй.